В отдаленной и труднодоступной Мангун-тайге качество жизни людей напрямую зависит от состояния дорог и мостов. Причем стратегически важным является не только направление в сторону столицы, но и в республику Алтай, с которой у мангун-тайгинцев давние деловые отношения. Весной этого года возведенные своими силами узкие мосты на дороге, ведущие в соседний регион, снесло паводком. На помощь жителям Мангун-тайги, сотням животноводов, пришли министр обороны Сергей Шойгу и военные строители. За короткий срок через бурный Моген-Бурен установлен мост, легко выдерживающий груженный КАМАЗ. Ну, в общем, замечательный мост. Я думаю, достаточно, чтобы вот такого класса машины здесь будут проезжать. Больше и не надо вообще. Вот. А остальные про УАЗики, машины легковые, так скажем, для них это будет у всех песня. Также по поручению главы Тувы региональный Минтортранс продолжит работу по приведению дорожной сети республики в нормативное состояние. 15 августа в ходе прямого разговора врачи Мангун-тайгинской ЦКБ пожаловались на отсутствие рентгенаппарата. По словам главного врача районной больницы, около 10 лет ежегодно на флюорообследование жителей тратилось около $500 000 рублей. Теперь же по поручению главы Тувы больница в 4-м квартале этого года получит современный рентгенаппарат. Электроэнергия есть, и у нас дизельный генератор на 100 киловатт даже, как раз самостоятельно при падении напряжения. Поэтому как раз этот вопрос поднимали не только мы, и другие работники, и население тоже. Как раз большие расходы, как раз за счет. И каждый год мы оплачиваем как раз рентген для флюорообследования населения. Это около 500 000 рублей. Это уже почти 10-12, даже больше лет прошло. Поэтому как раз этот вопрос в данное время как раз решает правительство республики и министерство совместно. Пользуясь случаем, кадровый вопрос адресовали не только Минздраву, но и представителю врачебного сообщества республики Айдыну Сарулару. Кажуну нужны анестезиолог-реаниматолог, терапевт, врач общей практики. К сожалению, несмотря на стимулирование программы «Земский доктор» в 2 миллиона рублей, даже с такой стимуляцией люди с небольшой охотой едут в дальний район. Будем эту проблему решать сообща. Найдены решения по вопросу отсутствия в Кажуне судмедэксперта. По договоренности с Минздравом теперь в Мангун-тайге будет практиковаться выездная форма работы службы судебно-медицинской экспертизы. Мадар Сандан, Чайхан Дангак, Буян Мангуш, Кузел Сарыксарен, Тува 24.